Наш выпуск подошел к концу. Далее смотрите детали дня с Еленой Красильниковой. Елена, передаю вам слово. Егор, спасибо. Хорошего вам вечера. Спасибо. Ровно 40 лет назад Сыктывкар встречал героев зимней Олимпиады в Инсбруке, Австрия. Раису Сметанину, Николая Божукова, Василия Рочева. По этому случаю в столице Коми в далеком 76-м даже провели массовый митинг под лозунгом «Привет участникам Белой Олимпиады». О лыжной славе республики, о том, как сейчас готовят чемпионов и когда мы снова возьмем олимпийское золото, поговорим в программе «Детали дня». «40 лет назад, в 1976 году, весь мир узнал слово «Сыктывкар». Славу Коми-земле принесли лыжники Раиса Сметанина, Николай Божуков и Василий Рочев. Вот фотография 1976 года. Сыктывкар встречает своих героев. Небольшая деталь. Обратите внимание на олимпийскую форму. В то время модельеры Советского Союза любили использовать натуральный мех для создания олимпийской одежды. Зимняя Олимпиада в Инсбруке в 1976-м вошла в историю советского и российского спорта. Сборная команда Советского Союза сумела набрать рекордную за весь период белых Олимпийских игр сумму очков – 192 и 27 медалей, 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых. Из них 5 медалей принесли наши коми-спортсмены-лыжники. После у Сметанина, и Рочева и Божукова было много побед. Не раз они становились героями кинохроники. Северин Арпа внимательно посмотрел фильмы о наших олимпийцах. Это были 12-е Олимпийские игры в австрийском Инсбруке. С тех пор спортивное созвездие Сметанина, Рочев, Божуков стало символом лыжного спорта республики. Все трое выходцы из сельских районов Коми. Раиса Сметанина родилась в семье ижемских оленеводов. Первым значительным достижением для нее стало второе место на юношеском первенстве республики в Печоре. В 20 лет она получила приглашение в сборную страны, а в 22 завоевала золото и звание чемпионки мира. Раиса Сметанина финиширует. И 15 секунд, 15,3 секунды выигрывает она у швейцарской лыжницы и возглавляет сейчас итоговую таблицу. За титулы и технику нашу спортсменку стали называть «Мисс Олимпиада». Все удалось. Чего можно было добиться, чего я хотела. В общем, я добилась этого. Она вошла в историю олимпийского движения как женщина, завоевавшая наибольшее число наград за весь период зимних Олимпийских игр – 10. Столько же только у итальянки Стефании Бельмондо и норвежки Марит Бьорген. Раиса Сметанина – первая спортсменка, которая сумела взять медали на 5 зимних Олимпиадах подряд. Все, что достигли трудом и трудом тяжелым. Чисто по везению ничего в жизни не сопутствовало. Первая Олимпиада в Инсбруке оставила его без медалей. Зато уже в 80-м в Лейк-Плэсиде он становится олимпийским чемпионом. Кроме того, он 12-кратный чемпион СССР и призер множества других лыжных баталий. Еще одно олимпийское золото он завоюет в эстафетной гонке 4 по 10 километров. В этой же команде будет бежать и Николай Божуков. Лыжным спортом он начал заниматься в своем родном Троицко-Печорске. Завершив спортивную карьеру, наши олимпийские чемпионы с головой окунулись в тренерскую работу. За прошедшие годы они воспитали победителей и призеров чемпионатов страны, мира и Олимпийских игр. Они по-прежнему в строю, а значит, остается ждать новых побед и новых лыжных звезд из Республики Коми. Таких высот наши лыжники республики больше никогда не занимали. Самые большие победы за последние 4-3 года – это бронза Юлии Ивановой на чемпионате мира в Италии в 2013 году в эстафете 4 по 5 километров. И серебро Станислава Волжинцева на этапе Кубка мира в Чехии в 2012 году в эстафете 4 по 10 километров. Можно еще вспомнить призеров первенств мира. Это Ермил Вокуев и Юлия Белорукова. Конечно, среди лыжных регионов страны мы держимся в тройке лидеров и успешно конкурируем и с Удмуртией, и с Ханты-Мансийском, и с Подмосковьем. Но болельщикам Коми хочется олимпийского золота. Давайте проанализируем, что же нужно сделать, чтобы подготовить элитных гонщиков. Ведь чудес не бывает. Нужно вложить много труда, энергии и денег для воспитания чемпионов. Давайте начнем с того,
Посмотрим на статистику. А сколько же детей и молодых людей у нас занимаются в лыжных секциях? Какие у них условия? Хватает ли тренеров? Вот данные Министерства физической культуры и спорта Республики Коми. Итак, в 2013 году в лыжных секциях у нас занималось 3230 человек, 117 тренеров. В 2014 году, ну, примерно такая же цифра, 3227 человек, однако тренеров всего 109. Возьмем 2015 год. Здесь, конечно, цифра больше, 3369 человек, и тренеров, посмотрите, уже 127 человек. Итак, всего в республике 20 детско-юношеских спортивных школ, которые культивируют такой вид спорта, как лыжные гонки. 2 школы биатлон и 3 горнолыжный спорт. И сегодня у нас не хватает 12 тренеров. Итак, 3400 детей – это много или мало? Этого достаточно, чтобы найти перспективных лыжников? В каких условиях сегодня занимаются дети из сел и деревень? Об этом поговорим сегодня с Николаем Гордеевым. Николай Гордеев сегодня возглавляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот такая цифра 3400 детей. Ну, сюда входят и молодые люди до 23 лет. Этого достаточно? Это хорошо, это много? Я думаю, что это реалии сегодняшнего дня. Но, конечно, хотелось бы, чтобы нашим исконным видом спорта в республике занималось больше детей. Но это просто так не бывает. Естественно, надо, чтобы и тренеры были, и базы были, и условия для этих занятий были современные, для того, чтобы ребята шли туда с большим удовольствием. Ну вот такого уровня лыжников, как Сметанина, мы бы пропустили или все равно бы заметили в любом случае? Сколько себя помню, такой вопрос всегда задают, и считаю, что ответить на этот вопрос никто не сможет. Вот. Потому что пропустить или не пропустить вот таких гонщиков, которые являются Раиса Петровна, Николай Серафимович, Василий Павлович, это на самом деле бриллианты, которые вообще существуют в спортивном мире. И вот мы иногда, общаясь с ними, не всегда это так оцениваем. И на самом деле это то же самое, когда мы сравниваем их успехи, это на самом деле успехи, которыми могут похвастаться единицы из миллионов, занимающихся во всем мире лыжным спортом. И поэтому надо это так и оценивать. И поэтому что это редкое исключение? Я не хотел бы так думать, что это исключение. Я надеюсь, что это как раз одно из условий, что надо ждать, надо работать, именно работать, для того, чтобы появились новые такие спортсмены. Николай Александрович, вот этот же вопрос мы задали Вячеславу Веденину-младшему, сыну легендарного советского лыжника. Вячеслав. Наверное, все помнят Вячеслава Веденина-старшего, но не все знают младшего. Он работает техническим делегатом на российских и международных соревнованиях, и в 26 лет это сенсация. Он стал главным судьей по лыжным гонкам на Олимпиаде в Сочи. Часто бывает в нашей республике. И не только по работе, потому что Веденин-младший родился в Сыктывкаре, а его мама лыжница из Печоры. Это интервью мы записали в декабре 2015 года. Давайте послушаем. Почему находились эти самородки, такие как Веденин, Вяльби, Сметанина, Кулакова? Все они прошли через, прежде всего, труд и пришли в детскую спортивную школу. Все, абсолютно. Даже у меня вот мама, она не забилась великих свершений, но она в детстве занималась фигурным катанием. Потом тренер уехал. Куда пойдем? А пойдем в лыжи. Пойдем в лыжи. И они с подружками пришли в лыжи. Так она стала заниматься. Сейчас количество занимающихся ребят, конечно, меньше. И чтобы найти этих Легкова нынешнего, Валикжанина, Устюгова, надо просеивать. Второй фактор немаловажный – тренеры, которые люди, как говорят немножко грубо, утрет сопли от соплей до чемпиона. То есть это же не только, что он пришел, дали лыжи, и он сразу побежал. Это надо привить, поставить технику, привить любовь к трудолюбию, которая у нас, к сожалению, потеряна. Все сейчас хотят легко, просто взял телефон, ой, на тренировку не пойду, завтра пойду. Тренеров стало меньше. Естественно, их и материальное положение тоже не всегда завидно. И спорт держится на энтузиазме. Многие отрасли держатся на энтузиазме. Николай Александрович, вот насколько охват детей сегодня стал меньше по сравнению с 70-ми годами?
Но меньше он не стал, просто перелив детей в другие виды спорта, материальная база в городах, в районах, она растет. Желания наших детей, естественно, меняются с учетом того, что жизнь тоже самое меняется. Поэтому многие виды спорта, которые раньше не были доступны для наших, так сказать, детей, ну, не были возможны. Сейчас это есть. Естественно, сейчас уходят многие талантливые, может быть, даже потенциальные лыжники, но уходят в другие виды спорта, там борьба, плавание еще. Ну, это естественный процесс. А вот тренеров хватает? Но вот 12 было свободных ставок. Сегодня тренеров по лыжным гонкам. Дело в том, что я посмотрел статистику, которую вы сейчас показали. Она в основном, понимаете, видите, как колеблется. Для нашей маленькой республики, я имею в виду маленькой по численности, даже 10 тренеров потерять, это очень большой, извините меня, ущерб. Но в основном я полагаю, что вот эти изменения происходили за счет нештатных тренеров, потому что один он пришел, завтра он может уйти. Но основной костяк тренеров у нас остался. Тренеров? Нет, я бы не сказал, что хватает. Конечно, мы нуждаемся в приливе новых специалистов, готовых в этом плане работать сейчас и Министерство спорта нашей республики. Мы заключили много договоров, значит, на подготовку таких специалистов. Надеемся, что они придут. Каждый год у нас дополнительно по 20 человек учатся. Не все, правда, там тренера по лыжным гонкам, но там тоже есть специалисты, которые будут. Ну, надо работать, надо, как сказать, терпеливо ждать своего часа. Ну, конечно, наставник спортивный – это ключевая фигура. И когда мы пообщались с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы в селе Выргород Сыктывдинского района, вот они как раз об этом говорили. Они очень любят своего тренера. И то, знаете, что они нам сказали? Не раз они хотели бросить секцию, потому что на самом деле очень тяжело. В любую погоду, раз в день, там, 2 раза в день надо идти на тренировки. И тут много зависит от наставника. Вот давайте посмотрим небольшой опрос школьников. Ну, занимаюсь я уже около 3 лет и пришел сюда сам. Ну, с детства мечтал лыжником стать, вот и стал. Пришел на тренировки. У нас очень хороший тренер, мне нравится с ним заниматься. И вообще лыжи – хороший вид спорта. Меня папа сюда привел, так как он тоже здесь занимался. Ну, мне понравилось сразу же, то есть классно. Можно сказать, интересно. Хочется достигать больше и больше. Когда выиграл, например, 1-е место, тебе хочется еще больше и больше занимать 1-е места, тренироваться больше и больше, чтобы лучшие результаты были. Николай Александрович, вот скажите, так это или нет, что по своей выносливости современные дети уступают поколению Сметаниной? Что вот тогда были крепкие деревенские дети, которые занимались там тяжелым физическим трудом, и вот эту выносливость они ведь проявляли на олимпийских дистанциях. Действительно, вот есть такое отличие сейчас? Ну, есть, но в данной ситуации те качества, которые помогали нашим великим спортсменам стать теми, кто они стали, естественно, вот быт в то время помогал очень здорово. Но в любом случае, я думаю, что это даже не самое главное, хотя он закалял, так сказать, наших великих спортсменов, а сейчас вот новые спортсмены вроде как меньше, что ли, от этого зависит. Это не на конечный результат, оно в принципе не так влияет, потому что в процессе тренировок дети, которые вот только сейчас выступали, вот ради них только можно, так сказать, и заниматься этим любимым делом, они тоже в процессе тренировок получают тренированность, которая позволяет им показывать результаты. Давайте по-другому спрошу, Николай Александрович. А вот здоровья современным детям хватает, чтобы заниматься, чтобы брать олимпийские высоты? Ну, естественно, система медицинского обеспечения при проведении тренировок существует. Конечно, она также бы хотелось желать лучше, чтобы она была. Мы часто такие вопросы ставим и на уровне Министерства здравоохранения, наших врачебно-физкультурных диспансеров, значит, со специалистами работаем. Сами пытаемся у себя в учреждении то же самое улучшить эту систему, но проблема здесь есть. Со здоровьем детей, да? Ну, я бы не сказал со здоровьем детей, которые лыжники. Они пришли, они, так сказать, укрепляют свое здоровье до, так сказать, соответствующего уровня, чтобы стать им соответствующим спортсменом. Но, еще раз говорю, что работа, к сожалению, вот за последние, там, я не знаю, какие-то годы, она, к сожалению, вот в рамках вот, развития спорта, развития медицины, она немножко пошла в разных, так сказать, направлениях. И те нормативные документы, которые мы имеем в рамках сопровождения спортивной деятельности, они пока сейчас запаздывают. Я надеюсь, что там в конце концов наши депутаты, наши функционеры на федеральном уровне в
конце концов обратят на это внимание и поправки соответствующие сделают. А вот если мы посмотрим на лыжные наши базы, вот в глубинке, не в Сыктывкаре, сейчас лопатами делают вот эти вот лыжные трассы или все-таки буранами? Есть ли инвентарь? То есть как оснащены лыжные школы? Но эта проблема всегда была, есть и будет. А что, ничего Я не считаю, изменилось? Что... Ничего не изменилось? Ну нет, как не изменилось? Ну как, Изменилось. бураны же, наверное, делают? Нет, но или сейчас как? практически, может быть, в филиалах детских спортивных школ муниципальных где-то есть, когда трассу тренер со своими воспитанниками ногами готовит. Я могу сказать, что такие варианты вполне могут быть, но в основном в центральных секциях детских спортивных школ, в муниципальных школах есть и лыжные базы, есть и бураны, как вы говорите, значит, есть специальные резаки, которые делают эту трассу. Но понятно, что это может быть не тот уровень, который имеем мы на центральном стадионе нашем имени Раисы Петровны Сметаниной, но тем не менее условия, естественно, поменялись. Но давайте не будем забегать вперед, что ли, вот так вот. То, что вот за последние годы у нас в республике сделано, я имею в виду вот строительство лыжных баз, которые в каждом муниципалитете есть, которые были усовершенствованы, которые строились даже с помощью родителей. Вот село Пожиаково из Коломского района этот пример показал достаточно емко. Значит, поэтому ситуация поменялась. Но я бы не сказал, что настолько кардинально, что мы говорим, что да, мы все сделали. Работы будет очень много. И вот когда вы говорите о том, что когда появится, вот я всегда сравниваю такую ситуацию, как вот в гору мы идем, если человек поднялся на 2 ступеньки, значит он ближе к вершине. Но это не значит, что вот именно надо постоянно-то идти в гору, потому что составляющих в подготовке спортсмена очень много. Да. Бывает даже от его психологического состояния, зависит от того, как он сегодня будет выступать, каким образом он будет выступать. Вот сейчас буквально на нашем первенстве России, вот только сейчас у нас идет, хороший мальчишка из Шусилемовского района Рома Михеев. Вот, ну, кто бы ожидал, взял, стал победителем первенства России. Сам-то еще, так сказать, ну, небольшого ростика мальчишка такой, крепенький, хорошенький. Вот. Но здорово выступил, хорошо подготовился в составе сборной команды республики с нашими ведущими тренерами, в том числе и Василий Павлович Рочев участвовал во всех этих, так сказать, тренировках, сборах наших. Вот он сейчас стал таким. Николай Александрович, ну вот мне говорят, есть такой очень страшный этап в подготовке наших лыжников. Вот они школьники, вот они школу закончили, поступают в вуз и бросают заниматься спортом. Почему? Потому что им нужно получить какую-то профессию, которая будет их кормить. И вот это, мне сказали ваши коллеги, самое ужасное. У нас есть комментарий по этому поводу Игоря Думина, вице-президента Федерации лыжного спорта. Давайте посмотрим. Наверное, еще вот влияет то, что на Западе, наверное, скорее всего, спортсмены, они более спокойны за свое будущее. Вот о чем мы говорим, что сейчас, пока учится спортсмен молодой в школе, у него нет проблем. Потом стоит выбор или заниматься спортом профессионально, или идти получать образование, чтобы на свою жизнь потом достойно зарабатывать. И родители здесь также влияют. Конечно, среди тех, которые спортсмены, как Ермил Вокуев, Юлия Белорукова, настоящие, да, они прилично зарабатывают, но стать призерами первенства мира это пока еще дано не всем. Поэтому надо быть в своем будущем уверенным, чтобы только тогда можно полностью отдаться и достичь какого-то результата. Николай Александрович, а вот вы что-нибудь придумали, чтобы вот в этот период как-то перспективных лыжников задержать? Не только придумали, есть определенная система, которая дает нам возможность, значит, во-первых, и дать возможность адаптироваться ребятам, потому что резко меняется ситуация. То он был у мамы с папой и у тренера, теперь он появляется в другом, так сказать, социуме, и, естественно, значит, у него другие проблемы. Но я бы сказал следующее. При всех этих наших сложностях я ни от одного спортсмена никогда не слышал, что он, допустим, там стал таким-то, таким-то благодаря чему-то. Как правило, всегда говорят вопреки чему-то. И так вот, всегда, когда мы говорим о вопреки, это вот существует целый ряд проблем, в том числе о чем мы сейчас вот сказали. И, наверное, спортсмен становится как раз именно благодаря преодолению тех трудностей, которые у него в жизни были. А наша задача, там, как нас называют частенько, чиновников, там, тренеров, там, руководителей, организаторов, сделать так, чтобы спортсменам этих проблем, этих трудностей было меньше. И чтобы на самом деле, когда-то он сказал, что вот благодаря вот этим людям, естественно, всегда вспоминают первого там, тренера, который
помог выйти на какую-то вершину. Естественно, это самые ближайшие люди к спортсмену. Естественно, говорят, что вот благодаря, вот, наверное, им, ну и вопреки тем трудностям, которые там были. Всегда так бывает. И это всегда так и будет. И поступление в ВУЗ, и еще что-то такое. Это тоже, так сказать, проблема, которую надо преодолеть. В 1976 году после Австрии как раз и был построен стадион, который теперь носит имя Раисы Петровны Сметаниной. Было это в 1977 году. После этого наш стадион достраивался, перестраивался, прирастали новые объекты, появлялось новое оборудование. У нас проводилась и проводится масса российских соревнований и международных стартов. В 1985-м мы принимали этап Кубка мира по лыжным гонкам. В прошлом году Кубок мастеров. Разместить 800 человек – это не шутка, конечно. И все-таки ставится сегодня задача так модернизировать комплекс, чтобы проводить соревнования самого высокого уровня не только по лыжным гонкам, но и по биатлону. И 3 февраля на комплексе побывал Сергей Гапликов, и вы тогда сказали, что стадиону нужна собственная газовая котельная. И мы пообщались со старшим тренером сборной Республики Коми по лыжным гонкам Василием Павловичем Рочевым. И вот он что нам сказал. Когда идут соревнования, у нас нет лыжных трасс, где мы можем проводить тренировочный процесс. Тренировочный процесс нельзя срывать. У нас световой день зимой короткий. Если соревнования начинаются, допустим, 10 часов, с 9 часов лыжные трассы уже закрыты для тренировок. Там только могут находиться те спортсмены, которые стартуют. И заканчивается уже темно. Поэтому нам необходимо иметь еще и тренировочные трассы. Для того, чтобы качественно готовить тренировочные трассы так же, как соревновательные, их нужно готовить одновременно. Для этого нужна техника. У нас всего один ретрак. Один ретрак, он готовит дистанцию 5 километров, он проходит 3 раза. И времени у него не хватает для подготовки остальных трасс. Нужна техника. Нужно так, чтобы подготовка шла параллельно. А Василий Павлович еще говорил, что нужны отдельные трассы для биатлонистов, отдельные для любителей. А что вот кроме трасс нужно нашему стадиону, чтобы мы, например, этапы Кубка мира проводили? Ну, наверное, наш стадион – это, без скромности могу сказать, что это на самом деле бренд нашей республики. И, наверное, он должен соответствовать, если мы хотим говорить, что республика наша там спортивная, передовая, то и, наверное, этот объект должен быть спортивным, передовым. И когда вот вы говорите, что когда мы были с Сергеем Анатольевичем, разговор шел, естественно, не только о котельной, хотя и об этом. Конечно. Вот. А что еще нужно сделать? Много что нужно сделать. Ну вот раз, два, три. Да. Самое главное, что? Ну вот как раз то, о чем говорит Василий Павлович, о трассах, это, так сказать, наш вопрос, и мы его сделаем. Естественно, вопрос укрепления материальной базы, никто его не снимал. Если будем так говорить, что все те, будем говорить, основные вложения, которые произошли, они произошли уже 10 лет назад, на всякий случай. И поэтому наступает время, так сказать, амортизации этого оборудования, надо его менять. Стареет другое оборудование, хронометража, допустим, там табло. То есть проблем очень много. Я бы не хотел это все освещать, потому что ваш брат-журналист тут же, извините меня, всяко может раскрутить. Я думаю, что в рабочем порядке, значит, мы будем эту проблему, естественно, решать. А интернет-то появится? Интернет у нас есть он. Очень-очень слабенький. Я говорю о том, что ведь нужны будут интернет и телевизионные трансляции. Это вот в том перечне как раз то же самое. Это в обязательном пункте, правильно? Конечно. То есть, чтобы проводить кубки, нужна телевизионная интернет-трансляция. Там не только... Это главная причина, что для проведения таких крупных соревнований, естественно, должен быть соответствующий уровень интернета с определенной скоростью и так далее, и так далее. Но мы знаем, что к нам собирается Виталий Мутко, министр спорта России. В том числе будет момент, связанный с лыжным стадионом. И я процитирую Николая Бережного, министра спорта республики. Мы хотим, чтобы Москва стала нашим партнером в реализации проекта по совершенствованию лыжного комплекса имени Сметаниной. Мы планируем доработать его под лыжно-биатлонный комплекс, на котором можно будет проводить крупные всероссийские и международные соревнования. Есть идея о создании медицинско-восстановительного комплекса на базе лыжного стадиона. Я знаю, что сейчас стадион готовится к финалу Кубка России по лыжным гонкам. И у нас на прямой связи по скайпу Ольга Царева, мастер спорта международного класса. Она только что вернулась с больших соревнований. Она победила в континентальном кубке в Москве. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте.
Так, я вас прекрасно слышу и даже вижу. Ольга, мы вас поздравляем с победой. А вы успеете восстановиться вот как раз к финалу Кубка России? Спасибо большое за поздравления. Да, я думаю, вполне восстановимся, потому что до следующих соревнований больше недели. И этого вполне достаточно, чтобы подойти в хорошей форме к следующим стартам. Ольга, у меня немножко будет странный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вообще болельщики лыжные, они вам мешают или помогают? На самом деле они помогают. Спортсмен сам по себе во время гонки настолько сконцентрирован, что любая поддержка извне его только подбадривает. Помешать она, мне никогда не мешает. Мне наоборот приятно, особенно когда у нас республика за меня болеет. А это придает больше. А чем наши болельщики отличаются от зарубежных? Или мы такие же все активные, громкие, энергичные? Нас даже еще активнее, особенно в нашей республике, все-таки у нас лыжные гонки — это спорт номер один в нашей республике. И поэтому особенно те люди, которые тебя знают близко, они всегда очень сильно за тебя болеют и поддерживают тебя. Ольга, спасибо вам большое, вам побед, удачи, успехов. Спасибо большое, до свидания. Я хочу... Из того перечня задач, которые мы ставим перед собой, это как раз создание условий для болельщиков на стадионе. Потому что, вот, по большому счету, мы много сделали для спортсменов, и это радует. Но, к сожалению, многие вопросы для болельщиков у нас пока еще были в определенном, втором плане, что ли. Вот надо немножко тоже и эту проблему продвинуть. Николай Александрович, вот я смотрела кинохронику 1979 года. Тогда на стадионе Сметанина, это был чемпионат Советского Союза, собралось 50 тысяч болельщиков. А вот на Кубке мастеров в прошлом году сколько было? Ну, у нас где-то, скромнее? Конечно, скромнее, на порядок скромнее. Но, тем не менее, это было достаточно много, чем на обычных соревнованиях, как, допустим, для нас стало обычным чемпионат России. Вроде бы, что за мероприятие? Ну, вот сколько? Где-то в пределах 1500-2000 тысячи в день у нас было. Вот. У нас есть комментарий Николая Чарина, нашего известного судьи, как раз по поводу болельщиков, зрителей лыжного спорта. Прошедший этап Кубка мира мастеров показал, что люди приходят на соревнования, обязательно болеют за спортсменов, за своих спортсменов, за других, естественно. Я думаю, что народ подходит на соревнования по лыжным гонкам. Если посмотреть на птицефабрики, допустим, где мы часто бываем на соревнованиях, там очень много людей приходят покататься, есть специальные прогулочные лыжни. Очень много спортсменов, не то что спортсменов, людей приходят на лыжную базу «Динамо», да и в Вежве, в Зеленце катаются. Народ выходит, и раньше было меньше народу все-таки. Невозможно, конечно, не сказать о музее лыжной славы, который предполагается создать на стадионе. Об этом говорил и Сергей Гапликов. Как известно, Коми позиционирует себя и продвигает как родина лыж. Хотя родиной всегда считала себя Норвегия. В Осло есть музей лыж возле Олимпийского трамплина, и мне посчастливилось там быть. Но вот нашей синдерской лыжи 8000 лет, и она гораздо старше норвежской. Теперь нам создавать свой музей. Все карты уроки. Скажите, когда он примерно будет создан? Когда мы сможем сходить туда? Сейчас мы находимся в стадии, так сказать, уже эскизных проектов этого дела. Сейчас мы сначала его разместим в павильоне участников соревнований. Но в перспективе есть у нас тоже мысли, но я бы не хотел сейчас их озвучивать, не для того, чтобы это было когда-то сюрпризом, но я полагаю, что есть более весомые аргументы для того, чтобы об этом говорил не я. Вот, поэтому я пока буду в рабочем состоянии, буду готовить этот процесс и надеюсь, что это наступит не в столь далеком времени. Сейчас у нас очень много материалов собрано, работает группа, которая готовит материалы. Надо рассказать обо всех, не только о наших великих спортсменах, но лыжный спорт в республике продвигали несколько поколений лыжников. Вот если брать даже наше, будем так говорить, советское время, вот, мы знаем, с чего все начиналось, кто особого внимания занимал, и специалисты, и организаторы, и тренеры, и спортсмены. Одних только мастеров спорта у нас более 40, мастеров спорта международного класса более 40 человек. Николай Александрович, мы, конечно, будем ждать этого события с нетерпением. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо. Сегодня мы говорили о развитии лыжного спорта в республике, о нашей лыжной славе, о том, как сейчас готовить чемпионов и когда мы снова возьмем олимпийское золото. Всего вам самого
доброго. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Лыжным спортом.